Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии» о самых ярких и важных событиях в мире, во внешней политике нашей республики, о серьезных имиджевых мероприятиях и о многом другом. Пожалуй, начнем. Состоявшаяся 28 февраля в Белом доме встреча президента США Дональда Трампа с украинским коллегом Владимиром Зеленским стала большим потрясением для мировой политики. Вместо подписания соглашения о добыче редкоземельных металлов на Украине и обсуждения гарантий между участниками переговоров в присутствии журналистов началась перепалка, которая в какой-то момент переросла в полноценную ругань. В частности, Зеленский обвинил вице-президента США Джей Ди Венса в незнании ситуации на фронте, а затем начал перебивать Трампа при попытках вмешаться в спор. В свою очередь, американский лидер резко прервал гостя, заявив, что он осознает тяжелое положение вооруженных сил Украины на фронте и обвинив его в желании разжечь Третью мировую войну. Для начала давайте еще раз посмотрим, как это было. Слишком много вопросов. Давайте начнем с самого начала. Во-первых, во время войны у всех есть проблемы. Даже у вас. Но у вас есть прекрасный океан, и вы сейчас этого не чувствуете, но почувствуете в будущем. Да благословит вас Бог. Вы этого не знаете. Да благословит вас Бог. Тебя. Да благословит тебя Бог. Не говори нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить проблему. Не говори нам, что мы будем чувствовать. Я и не говорю. Потому что ты не в том положении, чтобы диктовать. Вот именно. Помни, что ты не в том положении. Ты не в том положении, чтобы диктовать, что мы будем чувствовать. Мы будем чувствовать себя очень хорошо. Мы будем чувствовать себя очень сильными. Ты будешь под влиянием. Сейчас ты не в очень хорошем положении. Ты позволил себе оказаться в очень плохом положении. И он прав. С самого начала войны. Нет, у нас хорошая позиция. Прямо сейчас у вас нет козырей. С нами у вас начнут появляться козыри. Играйте в карты. Прямо сейчас у вас нет ваших игральных карт. Вы играете. Вы ставите на кон жизни миллионов людей. Вы ставите на кон Третью мировую войну. Вы ставите на кон Третью мировую войну. И то, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране, которая вернулась к вам. Гораздо больше, чем многие люди считали нужным. Вы хоть раз сказали спасибо? За все время этой встречи вы сказали спасибо. В октябре вы ездили в Пенсильванию и проводили кампанию в поддержку оппозиции. Скажите несколько слов признательности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну. Пожалуйста, вы думаете, что если вы будете очень громко говорить о войне, то это поможет вам? Он говорит негромко. Он говорит негромко. Ваша страна в большой беде. Подождите минутку. Нет, нет, вы слишком много говорили. У вашей страны большие проблемы. Я знаю. Вы не выигрываете. Вы не выиграете в этом деле. У вас чертовски хорошие шансы выйти победителем благодаря нам. Господин президент, мы остаемся в нашей стране и остаемся сильными. С самого начала войны мы были одиноки, и мы благодарны судьбе за это. Я сказал спасибо. Это вы. У вас ничего не вышло. В этом кабинете. Мы передали вам через этого глупого президента 350 миллиардов долларов. Мы передали вам военную технику, и вы встретили храбрецов, но им пришлось использовать нашу военную технику. Если бы у вас не было нашей военной техники, вы пригласили меня. Если бы у вас не было нашей военной техники, эта война закончилась бы через 2 недели. Через 3 дня. Я услышал это от Путина. Через 3 дня. Это уже что-то. А может и раньше. Через 2 недели. Конечно, да. Это будет очень сложно. Я вам говорю. Спасибо вам. Я сказал это много раз. Людям. Признайте, что есть разногласия, и давайте решать эти разногласия в суде, а не пытаться раздуть их в американских СМИ, когда вы не правы. Мы знаем, что вы не правы. Но видите ли, я считаю, что американцам полезно знать, что происходит. Я думаю, это очень важно. Вот почему я так долго это делал. Вы должны быть благодарны. У вас нет козырей. Вы в проигрыше. Люди умирают. У вас заканчиваются солдаты. Не надо. Послушайте. Не надо. У вас заканчиваются солдаты. Это было бы чертовски хорошо. А потом вы говорите нам, что не хотите прекращения огня. Не хотите прекращения огня. Я хочу уйти. И я этого хотел. Послушайте, если бы вы могли добиться прекращения огня прямо сейчас, я бы сказал, что вы бы согласились, чтобы пули перестали летать и люди перестали бы гибнуть. Конечно, мы хотим остановить войну. Но я говорю, что вы не хотите прекращения огня. Я же сказал вам, я хочу прекращения огня. Гарантия. Потому что вы получите прекращение огня быстрее, чем договоритесь. Спросите людей о прекращении огня. Что они думают? Это было не так. Это так. Дело не в том, что это было не со мной. Это было с парнем по имени Байден, который был не очень умным. Это
Большой материал о том, как освещалась эта перепалка в овальном кабинете в мировых СМИ, вышел в издании «Лента.ру». Как отмечает газета The New York Times, произошедшее стало первым случаем в американской истории, когда президент публично отчитывает союзников. Кроме того, сорвавшиеся переговоры и подписание сделки по ресурсам поставили под вопрос американскую военную помощь Украине и ее роль в конфликте. Администрация Трампа изначально боялась возможного конфликта с Зеленским во время его визита в Вашингтон. В частности, по данным источников CNN, спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог пытался уговорить украинского лидера отказаться от поездки. Как отмечает BBC, поводом для публичной ссоры в Белом доме стала попытка Зеленского упрекнуть Трампа в его неспособности остановить Путина. Известно, что американский лидер сам часто указывал на то, что специальная военная операция не началась бы, будь он у власти в 2022 году. Однако президент Украины заявил, что американский лидер в свой первый срок, когда шел конфликт в Донбассе, также, цитата, «не останавливал Россию». Такая реплика вызвала раздражение у Венса, который начал защищать подход Трампа как успешный пример дипломатии, что привело к началу полемики. Именно защита Венсом подхода Трампа к прекращению войны путем установления контактов с Путиным и настаивания на скорейшем прекращении огня впервые привела к обострению напряженности в отношениях с украинским лидером, отметил телеканал BBC. По словам издания Spectator, Зеленский устроил перепалку по причине своего, цитата, «тщеславия и гордости», так как он забыл о вспыльчивом характере Трампа, с которым нельзя ни при каких условиях устраивать словесные дуэли. Все произошедшее сам Трамп впоследствии оценил как неготовность Зеленского к миру. В своей публикации в социальной сети Truth Social Трамп написал, что Зеленский, цитата, проявил неуважение к США и не готов к заключению мира. При этом он подчеркнул, что провел содержательную беседу, так как в ходе спора он узнал многое из того, что невозможно было бы понять без такого огня и давления. Конец цитаты. Я пришел к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка. Он проявил неуважение к США в любимом овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру, заявил Трамп. Затем в ходе состоявшегося пресс-подхода к журналистам Трамп дополнительно пояснил свою позицию. В частности, он призвал Зеленского перестать все время критиковать российского лидера Владимира Путина, поскольку тот хочет мирного урегулирования. Кроме того, Трамп повторил свой тезис о необходимости как можно скорее достичь мирного соглашения. Он не должен стоять и говорить «Путин то, Путин это», негативные вещи. Он должен сказать «Я хочу мира, я не хочу воевать больше», отметил Дональд Трамп. Кроме того, американский президент указал, что Зеленский считает себя, цитата, «большой шишкой из-за американской военной помощи». Он предупредил, что Соединенные Штаты могут прекратить военные поставки, и тогда Украина, цитата, «не победит». Сразу после произошедшего в овальном кабинете скандала Илон Маск заявил, что контролируемый им Департамент эффективности государственного управления США начинает проверку выделенной Украине военной помощи. Сразу после скандала в Белом доме Госдепартамент Соединенных Штатов Америки объявил о прекращении поддержки восстановления энергетической инфраструктуры Украины. А администрация Трампа заявила о сокращении присутствия на Украине Агентства США по международному развитию. Из 64 американских сотрудников и подрядчиков в стране останутся только 8. Но это все о реакции в самих Штатах на произошедшее. Европейские же чиновники заняли несколько другую позицию. Так, например, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас встала на сторону Зеленского и призвала свободный мир найти нового лидера вместо Соединенных Штатов. Сегодня стало ясно, что свободному миру нужен новый лидер. Нам, европейцам, предстоит принять этот вызов, сказала она. Похожее утверждение высказала и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она призвала Зеленского быть смелым и также оценила поведение политика как достойное. «Будьте сильным, будьте смелым, будьте бесстрашным, вы не одиноки. Мы продолжим работать с вами ради справедливого и прочного мира», сказала фон дер Ляйен.
Сам же Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что он не будет извиняться перед Трампом и не считает свое поведение ошибкой. «Я не уверен, что мы сделали что-то плохое. Что-то мы должны обсудить не на камеру, но они должны были услышать позицию Украины». При этом он согласился, что случившийся в Белом доме инцидент не является чем-то хорошим и выразил надежду на то, что у него получится в будущем вновь поладить с Трампом. Что касается реакции на перепалку в овальном кабинете самих украинцев, то, например, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко назвал поведение Зеленского идиотизмом и упрекнул политика в том, что миллионы украинцев сражаются не для того, чтобы он вот так вел переговоры с основным союзником. Абсолютным идиотизмом было начать ссориться с президентом США перед камерами. Это можно делать и наверняка надо делать, но не перед камерами. То, что произошло только что, может иметь очень плохие последствия, отметил украинский депутат. Другой его коллега из Рады отметил, что Зеленский был публично унижен Трампом и призвал объявить импичмент украинскому президенту. Скандал ставит под вопрос все усилия по налаживанию отношений Трампа и Зеленского, которые в последнее время предпринимали Франция и Великобритания. По данным Reuters, Трамп потерял интерес к сделке по редкоземельным металлам с Киевом. The Washington Post выяснила, что администрация Трампа теперь изучает возможность полностью прекратить поставки военной помощи на Украину. Такая возможность рассматривается в качестве ответа на поведение украинского президента в овальном кабинете и его очевидную неуступчивость касательно мирного процесса. Безусловно, интересна тут и реакция Москвы на произошедшее в Вашингтоне. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила безобразно хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне. Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны. Также в ее заявлении отмечается, что беспрецедентная в истории международной политики и дипломатия отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Зеленскому в Белом доме, это еще и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью главу украинского режима, считает Захарова. На сегодня на этом все. Будем продолжать следить за самыми важными событиями вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.